В Башкирии 11 часов 4 минуты. Доброе утро. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Дмитрий Колпаков. Наш сегодняшний гость – политолог Арсен Шаяхметов. Доброе утро, Арсен Маратович. Всем привет. Призываю вас ставить лайки, делиться трансляцией. Для желающих помочь аспектам в описании к трансляции есть ссылки на соответствующие сервисы. Арсен Маратович, я вас поздравляю с днем рождения. Надеюсь, что вы дальше будете нашим спикером и будете радовать нас своими эфирами. Давайте пойдем по местной повестке. Но сперва я хочу отвлечься на новость, которая сейчас будет опубликована у нас на наших ресурсах. Как сообщают «Аспекты», секунду. Как сообщают «Аспекты», в Уфе подожгли дом Рената Баимова. Сам господин Баимов заявил «Аспектам», что не может говорить, потому что в доме находится полиция. Чуть позже будут подробности. Арсен Маратович, смотрите, позавчера у нас произошла на улице Пушкина драка студентов из Индии. Моментально этих студентов из БГМУ отчислили, заявив, что участники массовой драки были зачинщики, всех вычислили и всех тут же моментально отчислили. Вы тоже работаете в ВУЗе. Скажите мне, пожалуйста, почему такая острая реакция на обычную студенческую драку? Ну, я не рассматриваю это все-таки как обычная студенческая драка. Здесь нужно понимать, что в первую очередь она была организована, очевидно, реализована иностранными студентами. Иностранные студенты – это, в принципе, вопрос очень сложный. С одной стороны, это действительно показатель развития системы образования и вузов, и все университеты мира стремятся к тому, чтобы расширить линейку иностранных обучающихся, потому что это и демонстрация качества образования, и гуманитарная миссия, и, естественно, способ воспроизводства и университетской структуры, и самого высшего образования, потому что это, инструмент развития непосредственно. Инструменты мягкой силы для государства это тоже скрывать не нужно, потому что культурное влияние, оно действительно очень сильное. И сегодня, когда мы говорим о территориальном лидерстве, либо о региональном лидерстве, о лидерстве в сфере образования на глобальном уровне, иностранные студенты будут и есть основной показатель этого развития, потому что это дополнительные инструменты привлечения финансовых средств. Понятно, что в рамках Республики Башкортостан или в рамках страны количество студентов достаточно ограничено. Но иностранные студенты и приток иностранных студентов в разной его форме позволяет делать студенческую массу, более широкой, соответствующим образом привлекать и дополнительные ресурсы для своего развития. Но иностранные студенты, они очень разные, конечно. Есть люди, которые, приезжая в новую культурную среду, адаптируются. Есть те, для кого адаптация дается сложно. Есть студенты, которые, понимая, что они находятся в другой стране, стараются следовать максимально всем правилам, учиться хорошо и соблюдать нормы этикет поведения. Есть и те, кто, выбираясь из своей привычной среды, считает, что они попали в какое-то пространство, где можно делать что угодно. Такие, к сожалению, тоже встречаются. И нужно понимать, что у нас в республике, в силу ее географического положения, в силу того, что мы все-таки не передовая пока что, по крайней мере, научно-образовательная институция тоже, и в силу геополитических факторов современных, те студенты, которые у нас учатся, они, конечно, далеко не из таких передовых в научно-образовательном плане стран. Это, как правило, люди, которые приезжают сюда из достаточно бедных территорий, и попадая сюда, для них это, конечно, для кого-то шанс вырваться, но и для кого-то это возможность просто попасть в более безопасную, в более комфортную среду, и впоследствии здесь остаться. Очень много желающих приехать в республику учиться, например, из условного Афганистана, из стран Центральной Азии, из Индии, опять-таки, страна тоже с очень большим социальным расслоением. От того и мы понимаем, что, как бы это ни прозвучало, качество этих студентов, оно тоже бывает очень и очень разным. И памятуя о том, что миграционный вопрос становится очень актуальным в совершенно разных странах, конечно, к мигрантам, к иностранным студентам пристальное внимание. И, естественно, в случае, если они будут устраивать подобного рода потасовки, это будет находиться в постоянном фокусе граждан и жителей. Они будут говорить, зачем нам привлекать сюда людей, зачем нам нужно, чтобы они приезжали, для того, чтобы устраивать здесь погромы, дебоши и так далее.
Конечно, мы понимаем, что 99% там, правонарушений, преступлений, которые происходят на территории страны, республики, это все-таки то, что инициируется самими жителями там, нашего региона или нашей страны. Доля мигрантов здесь значительно ниже, так уж будем говорить. Ну, может, не 1%, да, но значительно ниже. Но вместе с тем именно мигрантская тема становится, как правило, вот такой вот притчей во языцах и находится в таком глобальном фокусе обсуждения. Оттого, как мне кажется, и руководство вуза, и руководство республики для того, чтобы не возникали, во-первых, попытки повторения подобного рода событий со стороны других иностранцев, вот, иностранных студентов в частности, и для того, чтобы не накалять вот эту общественную атмосферу, я рассматриваю вот это решение в действительности как достаточно мудрое. Хотя я всегда стараюсь вступаться за иностранцев, иностранных студентов, понимаю, как им тяжело, да, но это не какая-то ошибка. Тут люди не оступились, извините меня. Это была сознательная акция, какой-то там массовой потасовки, массовой драки в центре города. Это уже действительно прецедент, за который должны быть соответствующие санкции. Вот. И мы очень часто закрываем на такие вещи глаза, да, думаем, что ну вот, ладно, простим, один раз бывало. Но вот мне кажется, что здесь это должно быть действительно демонстративно. Да, чтобы иностранные студенты тоже понимали, что если они попадают в другую страну, нужно соблюдать все нормы. Но при этом я хочу отметить еще и тот факт, что, к моему большому сожалению, и к иностранцам, и к иностранным студентам в частности, в принципе, в обществе не очень хорошие отношения, в частности, со стороны государственных органов. Они рассматриваются все-таки как какой-то инструмент, как способ для наживы для кого-то, да, для некоторых, и, ну, вот не такие полноценные, может быть, в чем-то и люди, и граждане, да, особенно это чувствуется в миграционных центрах со стороны представителей властей, со стороны, самих граждан, да, которые так или иначе там, у кого они проживают, учатся там, оформляют их и так далее. Вот в миграционном центре очень тяжелая атмосфера, конечно, и атмосфера вот такого вот какого-то неприятия, недоверия, и, на мой взгляд, это та институция, которая должна в первую очередь способствовать социализации этих граждан, давать им какие-то максимально комфортные условия для того, чтобы они сюда приезжали и жили, но встречая вот такое вот где-то равнодушие, а где-то и неприятие государственной системы в частности, конечно, это откладывает на отпечаток и на многих иностранцев тоже, в части их нежелания быть и находиться на нашей территории. Арсен Маркович, а может быть такая острая реакция на то, что потасовка случилась у дверей Верховного суда? Я бы не рассматривал это как-то принципиально, да, у двери Верховного суда или у дверей Ешлекхауса, которая тоже рядышком находится, да, либо у стен университета, рядом с которым они учились. Это просто центр города, и здесь большое количество административных учреждений, камер наблюдения и так далее. Да, понятно, что если бы это случилось где-то на окраине, это было бы не в таком фокусе внимания. Но это произошло в центре города учреждений очень много, поэтому я бы не рассматривал с их стороны это как какую-то акцию, которая направлена на там, демонстрацию неприятия к судебной системе Российской Федерации. Я думаю, что им глубоко без разницы на нее, и они даже, может быть, и не знали, что это находится. Здание Верховного суда рядышком, а еще ближе там, здание арбитражного суда есть. Вот, скорее это было просто спонтанно выбранное место рядом с университетом, где место проживания, может быть, да, где все это случилось. А для самого БГМУ это чувствительно? Ну, все-таки 15 человек, все, я так понимаю, платники, то есть это же деньги живые. В общей массе это не чувствительно для такого большого вуза, разумеется, да, это скорее имиджевый момент, и здесь они стараются следовать именно своей репутации, отстаивать ее непосредственно. К тому же многие иностранцы, которые приезжают, они обучаются не только так чисто на коммерческой основе, да, они многие целевики. То есть они по целевому обучению за счет там, оплаты бюджета своего государства обучаются здесь. Да, и в таком случае просто одни целевики могут быть заменены на других целевиков. В принципе, это рядовая история. А что вы можете сказать насчет качества, скажем, как это неприятно, так качества студентов или их способности обучаться именно из Индии?
Ну, со студентами-индусами мне, конечно, дело иметь не приходилось. Да, я, когда работал в Академии госслужбы, как раз занимался, курировал иностранных студентов. У нас были в основном студенты из стран Центральной Азии, из Таджикистана, с Казахстана, с Узбекистана. Вот, поэтому с дальнего зарубежья это, конечно, история еще более сложная, потому что им в первую очередь нужно еще выучить русский язык. Вот, и это становится действительно проблемой. Есть языковые курсы и до поступления в университет, год обучения, да, есть языковые курсы и в процессе обучения, и мы понимаем, что обеспечить там образование на английском языке на сегодняшний день наши вузы тоже во многом не способны, да, но вот подобного рода иностранные студенты, как я там перечислял, из Афганистана, например, они приезжают сюда, чтобы вырваться из неблагополучной, неприятной обстановки в своем государстве, вот, но при этом тоже практически не знают русского языка, и здесь они просто, ну так, вы знаете, существуют как балласт, потому что научиться нормально они тоже ничего не могут, да, но и вместе с тем адаптироваться к среде у них особо не получается. Вот. А к студентам из Индии у меня какого-то особого отношения нет, да, я не знаю, насколько хорошо они там знают русский язык, насколько качественно они обучаются, это, мне кажется, корректнее было бы прокомментировать медицинскому университету, но вот те люди, кто к нам приезжает из Таджикистана, с Казахстана, с Узбекистана, у них тоже уровень русского языка очень разный. У казахов, понятно, он высокий, это люди, в принципе, очень адаптированы к нашей среде, которые обучаются в целом очень хорошо. Вот. А если мы говорим про Таджикистан, Узбекистан, там уровень русского языка, конечно, у молодых людей уже очень разный, про Азербайджан тоже в частности. Вот. Кто-то достаточно быстро усваивает, мне вот повезло, у нас был замечательный студент, который нам тоже вот таким же целевиком перевелся из аграрного, но уже обучался на коммерческой основе на юриспруденции. Вот. К нему вообще никаких нареканий не было ни по поведению, ни по учебе. Да, там он не был отличником, но тем не менее сдавался вовремя, четко, оплачивал, никакие истории не влезал. Да, потом уехал в Москву, сейчас тоже закончил таможенную академию, работал в консульстве, помогал нам еще иностранных студентов находить, до сих пор общаемся, все прекрасно. Но бывают разные примеры, да, и здесь тоже скрывать не нужно. Поэтому Индия, не Индия, я бы тоже не делал акцент, на самом деле, на происхождение, потому что здесь, как мы и говорим про другие формы девиантного поведения, собственно, у хулиганства тоже национальности, национальной принадлежности нету. Это просто фактор того, что случился хулиганский инцидент, и реагирование на него должно быть. Тем более в контексте развития кампусов, современного межвузовского кампуса, который тоже выстраивается, мне кажется, такого рода проявления здесь не должны происходить. И даже если бы это случилось с студентами-россиянами, на мой взгляд, реакция вуза должна быть схожа. То есть деритесь где угодно, но только не на красной линии. А зачем драться? Вообще не надо драться. Надо уметь коммуницировать и договариваться. Это тоже основная веха человеческого общения, человеческих коммуникаций. К чему нас, к сожалению, большому, например, не учат в школе. Нас в школе нас совсем не учат общаться. Ни в семьях, ни за пределами семьи, ни в самом образовательном учреждении. А это тот навык, который действительно в жизни пригодится и будет пригождаться на протяжении всей нашей дистанции, как в профессиональной жизни, так и в личной. И поэтому даже, смотрите, зайдем мы в общественный транспорт, будем находиться мы в магазине, на общественных пространствах. Любое маломальски возникшее недовольство, конфликт, люди сразу начинают друг на друга кричать, махать руками, проявлять эмоции, пытаться оскорбить, как-то задеть. Но это показатель, к сожалению, уровня коммуникации, уровня общения. Это та точка роста, над которой нам всем нужно вместе работать. Я буквально читаю новость, поправку с ленты нашей новостной. Видео поджога ворот на участке бывшего лидера Союза башкирской молодежи Рената Баимова опубликовал один из телеграм-каналов анонимных. На видео видно, что за пару секунд огонь охватил ворота домовладения. Есть даже пояснительная записка. Цитата. «Начали мы с известного провокатора Рената Баимова. На видео его дом. Ренат не раз выступал против башкирского народа, поддержал репрессии против башкир после баймакских событий. Теперь уже, Ренат, ты не сможешь спать спокойно». Конец цитаты. Я напомню, что записка была прикреплена к видео поджога ворот дома Рената Баимова. На ваш взгляд, это какая-то провокация? Что вы думаете по этому поводу? Ну, глубоко я, конечно, в тему не погружен и, в принципе, осуждаю любые формы насилия и уничтожения частной собственности. Частная собственность, как это заложено в Конституции, должна быть неприкосновенной. И любое
формы подобного рода проявления там, своего согласия, несогласия, провокации, непровокации, конечно, должны точно так же активно пресекаться и правоохранительными органами, и проводиться профилактическая работа, чтобы этого не было. В любом случае, если ты даже не согласен с позицией человека, там, осуждаешь ее и так далее, не физически человек должен быть неприкосновенный, да, не должны допускаться какие-то формы насилия против него, ни против его семьи, ни тем более частной собственности. Такого рода события не должны происходить. И это, конечно, из выходящая ситуация просто, на самом деле. Вот. Спорьте, общайтесь, коммуницируйте, не переходите на личности, но подобного рода акции, конечно, там, с кем бы они ни были организованы, там, противниками, сторонниками, неважно абсолютно, это не то, что хулиганство, да, это уголовное преступление. И я очень надеюсь, что правоохранительные органы на него среагируют, потому что это такой же имиджевый момент и для властей в частности, и для правоохранительных органов, чтобы такие инциденты на территории нашей республики не происходили. Если мы позиционируем себя самым комфортным регионом для жизни, ну или стремимся, по крайней мере, к статусу самого комфортного региона для жизни в России. В воскресенье в Дагестане произошел теракт. Вы уже, наверное, знаете о подробностях. Более 20 человек погибло. Госмедиа, и точнее провластные спикеры, сравнивают эти события с событиями в Баймаке в январе этого года. А можно ли их вообще сравнивать? Ну, я не особо погружен в дагестанскую повестку, на самом деле, да, но по крайней мере, по тем фактам, которые нам известны, это событие, конечно, несопоставимо в части того, что подобного рода там вооруженного насилия, да и насилия, по большому счету, на территории там Баймака не происходило, да. Там классифицируется это все сейчас, по-моему, там по схожим или по одной и той же статье, да, о там экстремистской террористической деятельности, да, но вот эти события, как раз-таки, если их сопоставлять, наглядно показывают, насколько сильно у нас расширилось вот это понимание нынче в законодательстве террористической деятельности, да, и насколько разные проявления где-то там общественные акции, да, и где-то вот уже непосредственно насилие, сопряженное с убийством, с разрушениями и с, в принципе, поведением, которое подрывает общественную безопасность, да, вот, насколько, в принципе, эти явления по букве нашего закона стали в чем-то синонимичны, да. И здесь это тоже та ситуация, которую, на мой взгляд, очень сильно нужно разводить. Что касается идеологического какого-то компонента, то здесь мне сказать действительно очень сложно, потому что я далек от дагестанских событий и не очень в курсе, какими причинами движило людей то, что они там совершали, да, но в любом случае, какие бы там идеологические или личностные причины не были, повторюсь, опять-таки, да, ни террористические акты, ни насилие недопустимо, и тем более это не должно наносить ущерб ни людям, ни семьям, да, не должны страдать, не умирать люди, тем более не должны разрушаться какие-то там объекты, которые вот тоже был совершен поджог, насколько я помню, да, это, конечно, с Баймаком, на мой взгляд, ну никак не сопоставимые события. И слава богу. На ваш взгляд, почему во всем власти ищут украинский след? Вот уже несколько спикеров федеральных уже нашли в дагестанских событиях след спецслужб Украины и стран НАТО. Это такая теперь универсальная теперь такая причина винить во всем как бы Запад и Украину? Ну, это не новая абсолютно причина, разумеется, да, и это такой же идеологический компонент, направленный на формирование и оформление вот такого вот внешнего врага. Да. В любом случае, что бы ни происходило там на территории нашей страны, в любом случае будет добавляться компонент внешнего врага для того, чтобы еще больше там артикулировать население в борьбе с той внешней угрозой, которую формулируют наши власти на сегодняшний день. Да. При этом, как мы понимаем, подобного рода там идеологическое или пропагандистское воздействие, оно тоже не требует какого-то рода доказательств, да, подборки каких-то конкретных фактов. Это та идея, тот инструмент где-то серого пиара, да, где-то черного пиара, который просто внедряется в сознание граждан для того, чтобы это было первой реакцией внутри головы, да, на случай, если происходили бы какие-либо события. Сразу же начинать искать какие-то внешние воздействия. Ну а с другой стороны, мы прекрасно знаем, что поиск внешнего врага, он
зачастую стремится скрыть какие-то недочеты, прорехи в той работе, которая осуществляется на территории там, региона конкретного, если мы говорим про Дагестан, да, или страны в целом. Потому что события в Крокусе, собственно, показали, что, очевидно, этот идеологический туман, он либо отвлек, да, либо не дал конкретно доработать и правоохранительным органам в этой истории, вследствие чего тоже возникла такая существенная трагедия. Да, мы понимаем, что смысловики, идеологи, там, они тоже подключаются всегда в эту работу, и любое событие можно трактовать с идеологической точки зрения в чью угодно пользу, подбирая какой-то конкретный набор фактов, которые могут помочь высветить того или иного интересанта, да, вот, а интересантов всегда может быть куча, даже если они напрямую не соприкасаются с этим процессом. Но вместе с тем, на мой взгляд, куда серьезнее ситуация, то, что у нас на территории страны это из раза в раз продолжает происходить. Я имею в виду террористические акты, да, и кем бы они ни совершались, там иностранными гражданами, отечественными гражданами, сам факт того, что это происходит, свидетельствует о том уровне напряжения, которое в нашем обществе все равно существует, да, и усиление эскалации в любом ее компоненте, да, оно тоже не способствует разрешению этих проблем. На ваш взгляд, почему силовики были застигнуты врасплох, если мы будем учитывать потери? Более 15 убитых полицейских, 17 ранено. Казалось бы, после событий в Крокусе, Ростовском СИЗО, по идее, в принципе, силовая компонента должна быть начеку и при оружии, как говорится. Как это можно объяснить? Ну, Дмитрий, если бы все всегда были начеку и делали бы все идеально, тогда бы у нас не происходило подобного рода событий вообще. Вот. Если они происходят, то это сигнал того, что ко всему быть готовым невозможно. Да? Мы не можем влезть в голову всем абсолютно людям и понимать, и слава богу, наверное, да, и понимать, какие мотивы и какие последующие действия они будут совершать. Вот. И, в принципе, какую бы там профилактическую работу силовые органы тоже не вели, невозможно предсказать все виды преступлений, которые могут быть совершены. Если это акция, как в Крокусе, которая, очевидно, готовится сознательно, да, продолжительное время, то есть люди ездили там, изучали, им поставляли как-то оружие, их вербовали, может быть, чем-то обучали, это история, которую можно пресечь, да, но если там, не дай бог, какому-то персонажу что-нибудь придет в голову, он услышит голоса какие-нибудь, сядет на свой автомобиль, совершит там наезд на, не дай бог, на других граждан, как это было там, в Нью-Йорке, в Париже, еще в ряде других городов несколько лет назад, то это то событие, которое невозможно никак предсказать, невозможно никак пресечь. Да? То же самое и неожиданное нападение, оно тоже не может быть по большому счету спрогнозировано, да, как-то людьми, которые находятся вот в этом моменте, в этой ситуации, в этом месте конкретно. Да, если мы будем ходить и ожидать, что нам в спину, там, условно говоря, начнут стрелять постоянно, но это тоже будет не жизнь. Вот. А это, ну, вот этот эффект неожиданности, который всегда будет сопутствовать такого рода события, такого рода преступления, да, и именно эффект неожиданности зачастую формирует и такое значительное количество жертв. К сожалению, жертв, которые к этой ситуации, как правило, не имеют никакого отношения. Давайте к местной повестке. Как можно прокомментировать атаку госмедиа на издание «Пруф», УФА-1 и экономиста Рустема Шаяхметова? Наверняка вы видели эту публикацию. В принципе, как это вообще все можно объяснить? Ну, по поводу атаки на сами медиа, история противостояния Пруфов и руководства республики уже, наверное, стара, да, уже несколько лет она движется, и понятно, что любого рода антикоррупционное расследование, особенно в контексте тех кейсов, которые сейчас слышны по всей стране, и не только на территории нашей республики. Вот, пожалуйста, и в Самаре вице-губернатор был отправлен в отставку, в конце концов, и губернатор тоже сам ушел, да, и вообще по всем регионам идет вот такая вот антикоррупционная кампания. И в нашей республике, в частности, мы знаем несколько резонансных кейсов, да, поэтому подсвечивание там очередных каких-то расследований со стороны СМИ, особенно там СМИ, которые ведут независимо от властей независимо от властей информационную политику, вот, она, конечно, будет выступать существенным фактором, особенно если у вас уже есть такой вот бэкграунд противостояний. Оттого, конечно, реакция и государственных СМИ, и администрации, очевидно, очень и очень резкая была на эти расследования.
Вот, тем более, что они касались, ну, вот таких вот самых, наверное, имиджевых, чувствительных проектов, которые на сегодняшний день реализует власть. Поэтому они рассматривают это, естественно, как, ну, как перчатку, брошенную лично им, как вызов, вот, и с теми инструментами, ресурсами, которые у них есть, на этот вызов, собственно, и реагируют. Вот, поэтому острая реакция у меня, конечно, не вызвала никакого удивления, но там, при всем моем уважении к редакции Пруфа, ознакомившись с этими материалами, конечно, мне тоже в них не хватило и фактологической составляющей. Мы понимаем, что не все на сегодняшний день мы можем выдернуть из сайтов там, закупок, например, да, но, на мой взгляд, материалы Пруфов такие, в том числе, они изобилуют эмоциями, оценочными суждениями, нарядов, там, государственных деятелей, например, да, того, как они там, ведут себя или не ведут в жизни, в социальных сетях, в том, чем они одеваются. Ну, на мой взгляд, если ты производишь антикоррупционное расследование, то нужно как-то акцентировать свое внимание и фокусироваться именно на фактах, на фактологии, да, а не вешать какие-то ярлыки на людей, на государственных служащих. Бывает порой, вот как я открыл этот материал, например, из первых же строчек у меня как-то вот не особо возникло желание дочитать его до конца, но в силу профессиональной необходимости я, конечно, его дочитал. Поэтому с этой точки зрения, мне кажется, именно вот этический компонент можно было бы и подтянуть. Вот. Что касается Рустема Шаяхметова, то к его экономическим исследованиям, рассуждениям я отношусь с большим уважением. Вот, да, он там критикует постоянно, в том числе и региональные власти наши, да, и экономическую политику, и социальную политику региона, но от того он, очевидно, тоже начал рассматриваться как и оппонент для властей, вот, от чего, собственно, тоже постоянно власти подсвечивают какие-то там критические моменты в отношении его аналитики. Но, на мой взгляд, хоть и его тоже власти сейчас начали критиковать за то, что он там не является экспертом абсолютно в разных сферах, да, ну, понятно, что во всех сферах мы экспертами не можем быть, какие-то представления у нас вполне себе могут быть абсолютно разных направлениях нашего развития, да, ту аналитику, которую реализует Рустем Шаяхметов, на мой взгляд, она в действительности вызывает уважение и, по крайней мере, возможности прислушаться к ней, да, можно быть не совсем согласным, но тогда тоже нужно и критиковать те там профессиональные заключения, которые делает непосредственно этот человек. Зачастую у нас, как и в ряде описанных в сегодняшнем нашем разговоре кейсах, да, начинаются переходы на личности какие-то, воспоминания каких-то бэкграундов, да, старых. Ну, на мой взгляд, это тоже не совсем этическая история. И в первую очередь, опять-таки, возвращаясь к правилам и форматам коммуникации, да, этические компоненты должны соблюдать, на мой взгляд, все стороны. А может, это связано с тем, что 2 месяца осталось до выборов? Ну, слушайте, у нас все-таки электоральные циклы не такие ярко выраженные, чтобы мы жили от выборов к выборам, да, и на протяжении всей этой истории у нас, в принципе, и критические стрелы со стороны Пруфов летят в администрацию главы, со стороны администрации главы в адрес Пруфов, да, и разных экспертов. Поэтому это история, которая наблюдается, ну, вот, стабильно на протяжении всего времени. Что касается непосредственно электорального периода, да, это, конечно, период повышенного внимания, раздраженности и напряженности всех сторон, потому что основного кандидата мы тоже все прекрасно понимаем и понимаем примерно, с каким процентом он победит, да, поэтому выборы нам не принесут какого-то сюрприза, скорее это будет такая же форма там плебисцита или электорального голосования, да, которую мы видели и на предыдущих электоральных кампаниях последних лет, да. Поэтому здесь искать какие-то подводные камни в части того, что это в действительности может существенно повлиять там, на позиции главы или еще чего-то, на мой взгляд, не приходится, потому что, опять-таки, президент публично выразил ему свою поддержку, поддержал его выдвижение, и, опять-таки, там, что бы ни происходило, менять свои решения за несколько месяцев до выборов он тоже не будет. Вот. Понятно, что у Ради Хабирова такие политические позиции достаточно крепкие на сегодняшний день. Вот. Собственно, эти кейсы, на мой взгляд, тоже в моменте, по крайней мере, да, тоже не способны повлиять на что-либо. Вот. Поэтому я бы назвал это просто временем повышенного
возбуждения, да, повышенного внимания, повышенной раздраженности, ну и, соответственно, там более, может быть, резких инструментов, которые использовались бы обеими сторонами, но не более того. Это все-таки не какая-то предвыборная борьба. Если мы вспомним 2003 год, вот там скорее, да, действительно, со стороны всех так, ключевых кандидатов была ярко выраженная предвыборная борьба, и исход выборов тоже мог бы поставиться под сомнение. Это все-таки ситуация совершенно не такая. Раз мы затронули уже выборы, давайте тогда к этой теме. Центральная избирательная комиссия Башкирии завершила прием документов от всех кандидатов для участия в выборах на пост главы республики. Что-то вас в этом списке удивило? Ну, например, новые люди выдвинули абсолютно неизвестного кандидата. Ну, на то они новые люди, чтобы выдвигать новых людей. Вот. А в остальном тот список, который был представлен, он, конечно, как и предполагалось, сюрпризов не принес для нас. Мы видели и на лекалах федеральных выборов, что, в принципе, круг кандидатов, которые выдвигаются на сегодняшний день, это люди, представители системных партий, несистемная оппозиция не представляется практически полностью, да, плюс, если раньше мы видели каких-то там самовыдвиженцев, ярких, там, медийных персоналей, может быть, да, как опять-таки на прежних выборах главы республики, то на сегодняшний день эти люди тоже не формат в части того, что нынешняя ситуация, она со стороны федерального центра позиционируется как необходимость консолидации на федеральном уровне вокруг главы государства, на региональном уровне вокруг глав регионов, которые реализуют федеральную политику. В этой части у нас выстроилась прямо такая жесткая вертикаль, да, к тому, что глава региона — это человек, который не просто добавляет какой-то региональный компонент федеральной политики. На сегодняшний день он должен тоже от и до, плоть от плоти действовать в рамках федеральной политики, выражать интересы президента, администрации президента, да, правительства Российской Федерации и так далее. В этой части конкуренция ему даже на региональном уровне тоже рассматривается как какое-то внесистемное воздействие. Помните, когда Владимир Путин встречался, по-моему, после прошлых думских выборов с представителями, с лидерами, точнее, системной оппозиции, так называемой, да, системных партий, которые вошли в Государственную Думу, он тоже обозначил это, что мы, в принципе, представители там, одной политики, но вы являетесь вот этими крыльями этой политики разными, да. Ну, например, такая же экстраполяция сейчас и на региональном уровне происходит. Основной кандидат у нас там, условно говоря, не подвергается какому-то осмыслению, да, сомнению. Другие партии, они призваны скорее идейно, идеологически, смыслово или, может быть, там где-то экономически, где-то ресурсно дополнять те возможности, которые есть непосредственно у власти. Вот. Поэтому поля для альтернативной точки зрения, конечно же, нету. Все должны выходить, ну, плюс-минус с одной программой на выборы, но, естественно, там у главы региона она будет более полной, более осмысленной, более концептуализированной, но вот остальные партии скорее будут что-то дополнительно предлагать в эту самую программу. Ну и, собственно, по структуре мы увидели нынешнего главу коммунистической партии на территории Республики Башкортостан, да, Сухарева, который от ЛДПР выдвигается стабильно. Вот, несмотря на разные времена, если мы помним тоже федеральный уровень, то от КПРФ выдвигался то вот Грудинин, то в этом году Харитонов, а вот от ЛДПР Жириновский, кроме 2004 года, выдвигался стабильно всегда. Ну, кроме опять-таки этого года, когда его уже физически не было. Вот, поэтому ЛДПР также выдвигает своего, так сказать, основного кандидата. Вот, «Справедливая Россия» выдвинула Нагорного, да, ну, человека тоже достаточно опытного аппаратчика, человек, который когда-то возглавлял администрацию, по-моему, уже главы, да, не президента Хамитова. Вот, поэтому это человек вполне системный, понятный, уже много лет работающий в Государственном собрании, в частности. Вот, человек, который должен выступать, ну, вот как каким-то тоже таким аксакалом этого избирательного процесса, да, как человек, который вот, ну, оформляет те законодательные инициативы, которые есть на территории республики, государственника такого. Но от новых людей, естественно, это партия, которая только-только зашла, по большому счету, на региональный уровень, в наше региональное пространство, получив минимальное представительство в Курултае.
Вот, поэтому ни каких-то ярких кандидатов у них пока что нет, ни какой-то сформированной инфраструктуры на территории региона, но и выдвижение, по сути своей, было номинальное, конечно, да, ради того, чтобы, ну, хоть кого-то выдвинуть, чтобы хоть как-то засветиться все-таки на этих выборах главы региона для выстраивания дальнейшего позиционирования. Другой вопрос, могли ли эти партии поддержать кого-то из тех, кто, ну, там, выступает, может быть, не из партийных, не из системных, да, не является членом партии. Вот. На мой взгляд, это ситуация, которая была исключена в рамках этого электорального цикла, и ожидать ее тоже не приходилось. Вот. Рассчитывать на новых людей, как, ну, вот, на некую такую институцию, которая дает возможность, платформу для там, несистемной, ну, может быть, не оппозиции, да, но фланга такого более критического, что ли, да, более смотрящего в будущее, как это позиционировал там себя Дованков на президентских выборах, да, ну, на региональном уровне это представить было достаточно сложно. Вот. Это скорее история, которая могла бы артикулировать какую-то оппозицию, какие-то мысли, там, какой-то конструктив на федеральном уровне, ну, на региональном уровне, откровенно говоря, интереса со стороны властей на это нет. На ваш взгляд, в эту избирательную кампанию будут какие-то публичные дебаты с участием основного кандидата? Если мы вспомним прошлые выборы, помните, Ради Хабиров приехал в студию БСТ, где собрались все его, так скажем, соперники, и там рьяно еще, помните, выступал господин Кадыров. На ваш взгляд, в этом году будет такое? Я думаю, что ситуация совершенно не та, которая была 5 лет назад, получается, да, тогда, возвращаясь в республику, Ради Хабиров как раз-таки стремился демонстрировать в чем-то такое более свободное, более либеральное поведение, да, и действительно прецедент того, что кандидат в главы регионов там, или в Рио главы региона участвует в публичных дебатах, для того времени это было событие, да, особо раньше этого не было, по большому счету, да, ну и вот и примерно тогда же это закончилось. То, что было возможно тогда, на сегодняшний день, конечно, уже невозможно, потому что нынче и на федеральном уровне, и на региональном уровне позиции властей должны в общественном сознании быть незыблемыми. Да? И даже выход на подобного рода дебаты — это все равно какая-то состязательность, какая-то конкуренция, а власть себя позиционирует над схваткой. То есть та структура, которая, да, может выслушать мнение, к чему-то прислушаться, если оно конструктивное, чему-то поспособствовать, чем-то помочь, но, тем не менее, ее позиции как власти не должны подвергаться какому-либо сомнению. Вот. Поэтому в такой ситуации, конечно, представить события 5-летней давности уже достаточно сложно. Плюс Ради Хабиров, не сказать, конечно, что тогда он был каким-то там малоузнаваемым, малоизвестным, тем более проведя почти год в статусе в Рио главы, да, но это все равно человек, который стремился сформировать и укрепить общественную платформу своей поддержки. На сегодняшний день о Ради Хабирове мы, в общем-то, все прекрасно знаем, да, и его сторонники, его противники, его рейтинг, его антирейтинг. Он всем прекрасно понятен, тем более, что Ради Хабиров в медиа, в СМИ, по телевизору, на каких-то общественных мероприятиях, встречах практически каждый день. Если не каждый день, да, упрекнуть его в низком медийном участии, влиянии, ну, очень-очень сложно, да, встречаясь постоянно с людьми, общаясь, выступая в средствах массовой информации, демонстрируя результаты своей работы, это вот как раз-таки тот инструмент, который со стороны администрации нашего региона рассматривается как инструмент коммуникации, который может и должен, в их понимании, заменить вот эту вот дебатную составляющую. Собственно, программу свою Ради Хабиров представил, и он уже обозначил, что это будет стратегия Башкортостан 3.0, да, программа развития до 2030 года, она будет опубличена, я думаю, что будет еще не одно мероприятие, где она будет также представлена и артикулироваться. Вот, о достижениях, неудачах за эту пятилетку, я думаю, тоже всем все прекрасно известно, и власти тоже будут не раз об этом выступать, говорить. Вот, поэтому здесь мы понимаем, что, наверное, если бы эти дебаты и происходили, то это была бы скорее какая-то формальность. Да? Все равно есть основополагающие вехи, которые, там, условно говоря, не критикуются и воспринимаются как что-то обязательное, в поддержку чего сейчас должны выступать все кандидаты. Да? Это события типа специальной военной операции, это обсуждение социально-экономического развития региона. Вот. Ну, а все остальное в той или иной степени конструктивной критики вполне себе допустимо.
На ваш взгляд, вот какие-то будут неожиданности в этой кампании? Ну, не знаю, там вот той же самой КПРФ, как-то же должны все-таки они себя проявить. Ну, КПРФ обычно на региональном уровне проявляет себя где-нибудь там за недельку, за две до выборов, стреляя себе в ногу, устраивая какой-нибудь внутрипартийный скандал очередной. Вот. Ну, может быть, такие события можно было бы ожидать, но как-то прежде они имиджево всегда связывались с Котлугужиным. Здесь Котлугужин оказывается немного в сторонке. Вот. От того, мне кажется, что совершенно не гарантированно, что они нам раскрасят как-то и этот электоральный период. А сами выборы, само голосование я бы рассматривал, опять-таки, повторюсь, в контексте марта и сентября прошлого года, когда об этих кампаниях, ну, мы очень и очень мало что слышали. На самом деле, проводились они так лениво, неспешно, с оглядкой на то, стоит ли вообще что-либо делать или не стоит. Вот. Просто была задача обеспечить необходимые электоральные результаты. Собственно, эта задача и реализовывалась. Да? Ничего лишнего, нового не происходило. Единственное, что я могу ожидать, это то, что, конечно, мы понимаем, сентябрь месяц будет обозначаться еще и в контексте празднования 450-летия Уфы и проведения ряда мероприятий типа «Россия спортивная держава», саммита регионов с Казахстаном непосредственно, да, очевидно, приедет, может быть, и глава государства. Вот, все равно с информационной, с медийной точки зрения, имиджевой, это будет все активно подсвечиваться. Поэтому я думаю, что мы увидим и мероприятия в части благоустройства, и масштабные информационные кампании различные, да, и какие-то имиджевые мероприятия, которые будут происходить. Но вот это, пожалуй, то, что может скрасить нам вот этот самый электоральный период. Ну и голосование, я так понимаю, у нас будет трехдневное в этом году. По-моему, впервые, да, на практике в части главы региона. Вот, поэтому, конечно, для того, чтобы поддерживать интерес на протяжении 3 дней, в сами дни голосования информационные кампании будут развернуты. Да, но ожидать появления каких-то неожиданных результатов, социальных волнений или еще чего-то, на мой взгляд, не приходится. Не то время, не тот период, и не та будет такая информационно-настроенческая атмосфера. Празднование у нас будет юбилей Уфы 31 августа, вот, а выборы уже придутся на первую половину сентября, вот, когда все еще будет свежо, красиво, и погода хорошая, и плитка еще не везде отойдет на улице Ленина, например, да, и деревья новые будут симпатичные, высажены взамен тех, которые выкорчеваны. Вот, мы, я думаю, увидим хорошую картинку накануне выборов. Между тем, прокуратура требует возбудить уголовное дело на исполнителя Алишера Моргенштерна за отсутствие маркировки иностранного агента. Он даже написал у себя в телеграм-канале: «Все, я теперь бандос, никаких хороших дел». У нас был недавно в эфире социолог Арсен Аджан. Он заметил, что таким образом власти поступили недальновидно, потому что сейчас риторика исполнителя очень сильно обострится и даже, может быть, станет радикальной, и тем более он кумир молодежи. Как вы думаете, произойдет ли это? Я думаю, что это та ситуация, которая вообще не будет в фокусе ни молодежного сообщества, ни информационного. По большому счету, мы понимаем, что Моргенштерн признан иностранным агентом. Признан иностранным агентом, да. Вот, это человек, который выстраивает свое позиционирование на хайпе, вот, и это еще один инструмент для его публичного хайпа. Он балансирует, безусловно. Мы понимаем, что уровень его популярности снизился после того, как он уехал из страны, да, несмотря на интервью Собчак, которое он давал, да, несмотря на те стартапы, которые он там пытается реализовать, и проекты. На самом деле, его интервью Собчак, на мой взгляд, с точки зрения пиара и имиджа можно рассматривать и включать в учебники просто, да, то есть интеграции, которые они там реализовывали, и того уровня имиджевого хайпа, который он устраивал. Вот. Но вместе с тем это продукт достаточно скоропортящийся, уже, я думаю, мало кто вспомнит об этих интервью с Собчак, да, тот медийный эффект, который очень быстро проходит. И для того, чтобы поддерживать в себе внимание, мы видим, что он начинает балансировать, то он заявляет о том, что он скучает по родине, то он всех шлет в очередной раз к черту, то он реализовывает какие-то благотворительные мероприятия, проекты, и это просто замечательно, на мой взгляд, да, несмотря на какие там цели бы заложены, не заложены были изначально, сам факт того, что там жертвуются деньги или он помогает каким-то людям, как это было там в ситуации с Крокусом, это
прекрасно. Вот. А с другой стороны, мы видим, что да, подобного рода штрафы за отсутствие маркировки тоже он может использовать как какой-то хайп того, чтобы где-то, может быть, пошантажировать, пригрозить, просто привлечь себе внимание, что теперь я бандос, значит, я не вернусь все-таки. Да? Вот. Со стороны молодежи, его, конечно, если он и остается для какой-то прослойки еще кумиром, на мой взгляд, его популярность снизилась сильно, достаточно, да, то это тоже скорее отношение к его трекам, либо к его какому-то публичному имиджу, на которые уж точно его статус, отсутствие маркировки, уголовное дело или штраф, никакого влияния иметь не будут. Мы понимаем, что та череда иностранных агентов, которые покинули нашу страну, они, если захотят вернуться и смогут вернуться в страну, то только после того, как этот закон в принципе будет отменен. Да? А на всей этой дистанции, там маркируешь, ты не маркируешь, выписывает тебе там очередное административное или уголовное дело за отсутствие маркировки и пренебрежение этими законодательными требованиями, на мой взгляд, существенного значения для них не имеет. А вот эти все добрые дела, о которых он говорит, донаты там детям, там еще кому-то, это все было для того, чтобы вернуться? Я думаю, что здесь два компонента. Алишер сам человек тоже достаточно сентиментальный, душевный, поэтому где-то у него, безусловно, есть и свои собственные порывы. Но в первую очередь это и шоумен, это хайпажор, это человек, который многое делает для того, чтобы привлечь внимание к своей персоне. Да? И это тот компонент, который тоже не стоит забывать. Но при этом повторюсь, что если человек делает доброе, хорошее дело, жертвует какие-то средства, помогает конкретным людям, решает трудные жизненные ситуации, абсолютно неважно, какими мотивами он движет. Главное здесь спасти, помочь, выручить человека, людей. И на мой субъективный взгляд, если ты помог в жизни хотя бы одному человеку или на одного человеку сделал хорошо, нежели плохо, да, то это, безусловно, ты уже это делал не зря, ты прожил не зря. Помочь даже одному человеку — это замечательно, прекрасно и достойно в этой части, по крайней мере, почтения, на мой взгляд. Годовщина с момента Пригожинского путча. Какие сейчас выводы можно сделать год спустя? Потрясающе, что это было всего лишь год назад, да, такое ощущение, что это было вечность назад, это событие, которое действительно не происходит каждый день в нашей стране, слава богу. Но вместе с тем это, на мой взгляд, очень недооцененное событие в части того, что мы очень быстро о нем забыли. Путч, который вообще не имел, по большому счету, никакого в конечной фазе, да, вооруженного противостояния, он вспоминается до сих пор, вспоминаются годовщины этих событий, да, разбираются постоянно причины, виновники, последствия. В частности, одним из последствий путча стало то, что было сорвано подписание союзного договора, и союзные республики, увидев, какие события происходят на федеральном уровне, они, конечно, решили, что видимо, лучше самим по себе побыть, да, и именно события путча, этого консервативного переворота, на мой взгляд, и стоит увязывать уже с окончательной территориальной дезинтеграцией Советского Союза. Все-таки я убежден, не случись путча, удалось бы подписать союзное соглашение, может быть, не со всеми республиками, не с Прибалтикой, да, но в том или ином виде территориально Советский Союз, или какое-то новое образование, да, на территории бывшего Советского Союза можно было бы сохранить именно с территориальной точки зрения в большинстве своем. Александр Ратович, извините, я вас прерву. Мы немножко о другом путче говорим, о Пригожинском. А этот путч, на мой взгляд, он информационно остался и смыслово он остался очень недооцененным, потому что это была попытка вооруженного похода на Москву. В процессе пострадали, там был сбит самолет, может быть, даже не один, да. Можно сказать, вооруженными контингентами занимались конкретные города. И здесь, я думаю, власти чувствуют свою ответственность за то, что, в принципе, была допущена такого рода попытка, в части того, что поощряло создание частных военных компаний, которые с правовой точки зрения являлись неоформленными какими-то
объединениями, да, и они вооружались, им поставлялось оружие, и вот это стало логическим следствием подобного рода действий, потому что власти очень, очень трепетно и очень ревностно относятся к своей монополии на насилие. Да. Это один из основных инструментов власти. Право на насилие, если это так можно обозначить, да, но в политологии это термин существующий, оно должно принадлежать только властям. И какое-то вот это вот посягательство на это право, оно, конечно, приводит к подобного рода проявлениям, и реакция всегда очень сложная. Мы понимаем, что в первые дни была попытка замять эту ситуацию, там и не прибегать к каким-то жестким репрессивным действиям в отношении инициаторов этого движения, как раз-таки для того, чтобы не взбудоражить волнения в армии, в Вагнере в самом, да, потому что это были вот такие достаточно крепкие структуры. В тот момент, когда стало понятно, что угроза там Вагнера нейтрализована и что не будет происходить каких-либо там недовольств, волнений, мы увидели, что люди, летящие на одном самолете, внезапно решили поиграться гранатами. Или чем они там не особо трезвыми были, да, вот, и мы видим, что никакого тоже особо протеста со стороны общества эта акция не вызвала. Говорить о том, что Пригожин войдет в историю как спаситель какой-то, да, как символ, как жертва священная, не придется нам вспоминать его. Даже те люди, которые там выступали с ним на одних позициях, поддерживали его и так далее, мы видим, что они уже, наверное, практически забыли о нем, потому что фигура эта была все-таки достаточно противоречивая. Ей удалось тоже привлечь к себе общественное внимание на фоне СВО, там отсутствие где-то, может быть, снарядов, не очень грамотного руководства, но не более того. Какой-то ощутимой платформы поддержки ни у него, как и потом мы увидели у Стрелкова, абсолютно нету. Да? Вот. Оттого это просто, наверное, мы будем вспоминать о Пригожине как о каком-то персонаже, который был, безусловно, влиятельный. Совершенно не те методы ненасильственной борьбы он выбирал, да, и, разумеется, никаких там особых морально-нравственных ориентиров в его действиях тоже не было. Это человек, который действовал по ситуации, скорее, может быть, в чем-то хотел казаться, а не быть, да, и, собственно, логично точно так же не закончил свой путь. Я специально вчера посмотрел госканалы, нигде даже об этом даже полуслова не было. Почему, в принципе, власть замалчивает эти события? Ведь, в принципе, все для власти хорошо разрешилось. И, в принципе, были наказаны зачинщики, бунтари, как в истории с студентами из Индии. Все понесли наказание. Скажите, почему тогда никто хотя бы об этом не сказал, что все было хорошо? Как Баймак и Дагестан, конечно, все-таки Пригожинский мятеж с событиями со студентами из Индии тоже сравнивать, на мой взгляд, не очень форматно. Но для властей этот факт, он сам по себе очень сильно раздражающий, даже если люди о нем забудут. Так же, как и протестные акции власти не очень любят, мягко говоря, вспоминать, да, и говорить о них в принципе. Все как раз-таки сводится к тому, что это проявление какой там хороший, плохой, но альтернативы. А вот именно альтернатива властями на сегодняшний день в России очень воспринимается болезненно. Основная задача того, чтобы не было ожидания, иллюзии, попытки создания какой-либо альтернативы в принципе. Именно поэтому там условный Надеждин не был допущен до президентских выборов, опять-таки, да. А здесь уж тем более, если это попытка какого-то вооруженного мятежа, мы вспоминали Корниловский мятеж, да, но если так подумать, Корниловский мятеж даже был не на территории нашей современной страны, да, и не ее предшественника, а еще событие более чем столетней давности на территории Российской империи, которая уже тоже реинкарнировалась 2 раза в нынешнюю Российскую Федерацию. В этой части, конечно, это события из ряда вон выходящие, особенно на фоне военного конфликта, специальной военной операции и создания образа для того же Владимира Путина как человека, национального лидера, человека, который объединяет всех россиян вокруг себя, да, человека, без которого можно говорить только в контексте безальтернативности, да, никакой альтернативности для него допустимо быть не может. В этой связи такого рода проявление, конечно, может создавать в ощущениях в головах людей подобного рода альтернатив. И к тому же не стоит забывать, что для властей самое важное — это общественная стабильность, общественное спокойствие. И вспоминать о том, что у нас по стране ходили какие-то вооруженные люди, сбивали самолеты и говорили, что они сейчас захватят Москву, но это точно то, что не работает на эту задачу.
Вот. Понимаем, что и нынешним руководством страны, и я думаю, что если у нас произойдет там когда-то смена власти в части передачи ее преемнику, да, и преемник тоже не будет заинтересован в том, чтобы вспоминать эти самые события. Для любой власти, как властного института, подобного рода мятежи — это, мягко говоря, неприятная история. Александр Маркович, я от имени редакции «Аспектов» и от нашей аудитории вас поздравляю с днем рождения. Я благодарю вас за то, что вы нашли время выйти в эфир. Я надеюсь, что мы с вами увидимся еще скоро с хорошими новостями. Спасибо вам большое. Всего До доброго. встречи у новых терапевтических бесед у камина.